тема такая интересная. Я уже несколько раз выступал с тем по географии, по демографии. Вот. Но в этот раз решили выбрать географию религий. Вот. Тема, с одной стороны, спорная, но с другой стороны, в этой лекции я просто стараюсь правильно рассказать, какие религии вообще существуют, где они распределены, какие страны. Вот. Хотя здесь тоже очень много спорных вопросов. Давайте первый вопрос. Какие вообще религии существуют? Ну, какие знаете? Буддизм. Первая названная религия. Ислам. Вторая названная религия. Что? Атеизм. Ну, атеизм и отсутствие религии есть как раз спорный вопрос, считать ли религией или нет. Конфуцианство. Ну, христианство назвали. А? Протестантизм. Это как конфессия христианства. Иудаизм, да. Макаронный монстр. Это вот тоже нюансы, что считать религией, а что нет. Вот. А как думаете, какие в мире по численности вероисповедующих, какие у нас топ-5 религий, какие основные? Мусульмане первые. Так, первое место какая религия? Христианство, да. Да, то есть христиан больше, чем мусульман. Вот. Но сейчас тенденция такая, что у ислама в целом темпа прироста больше из-за более высокой рождаемости в некоторых странах. Хотя христианство продолжает расти, и по прогнозам к середине века оба эти религии, которые занимают первое и второе место, будут продолжать расти. Вот. А какая же религия занимает третье место? Вот здесь уже вопрос посложнее. Индуизм. Индуизм, да. То есть это религии, которые больше миллиарда которые исповедуют. В основном они сосредоточены в Индии и в соседних странах, а также в местах, где огромная индийская диаспора. Вот. А таких мест с каждым годом все больше и больше. Поэтому, да. Вот четвертая религия по численности какая? Буддизм. Да, буддизм тоже. Вот. Есть термин мировая религия. Какие религии считаются мировыми? Ислам, христианство и буддизм. Ислам, христианство и буддизм, да. И мировая религия означает, что те, кто исповедует религию, не концентрируются в какой-то одной этнической группе, а сосредоточены по всему миру, и люди разных народов исповедуют эти религии. То есть в случае с исламом это и арабы, и тюркские народы, и иранские народы, вот, и малайские народы. То есть очень большая география. В случае христианства это тоже во всех частях света распространено. Вот, в случае буддизма тоже это Китай и Юго-Восточная Азия. Вот. Есть религии, которые считаются региональными, этническими, где почти все те, кто исповедует эту религию, относятся к определенной этнической группе. Какие такие религии вы знаете? Иудаизм. Иудаизм, да, который в основном исповедуется евреями. Еще какие есть? Синтоизм. Синтоизм, да, который в Японии исповедуется. Езиды. Езиды, да, их не так много, их в районе миллиона, но это тоже вот определенная религия на Ближнем Востоке. Вот. Еще есть такие религии, как сикхизм, который исповедуют в Пенджабе. Вот, и говорят на пенджабском языке в основном исповедователи этой религии. Вот. Еще есть такое понятие, как религиозный синкретизм. Как думаете, что это такое? Соединение. Да, соединение. А в чем оно может проявляться? Какие примеры религиозного синкретизма есть? Наверное, Суфизм. буддизм и конфуцианство. Вот. Но вообще, Протестанты, ну католики и протестанты это разные конфессии в пределах одной религии, но есть люди, которые как бы некоторые берут черты и из католизма, и из протестантизма. Вот. В общем, религиозный синкретизм это сочетание в вероисповеданиях несколько верований. То есть в большинстве случаев это какая-то мировая религия и какие-то местные верования, то есть какие-то элементы язычества могут сохраняться. Допустим, это широко распространено в Африке. То есть в Африке большинство людей, они исповедуют либо ислам на севере, либо христианство на юге, но при этом в повседневной жизни многих людей присутствуют элементы анимизма, то есть еще традиционных верований. То есть эти люди совмещают в своей жизни и мировую религию, ислам или христианство, и также традиционные верования. И в зависимости от страны, в зависимости от местности, вот эта степень синкретизма, она будет разная. И даже, допустим, в многих религиях России тоже элементы еще сохраняются каких-то обычаев, каких-то традиций, которые были до религии. Кто может такие назвать? Дагестан, суфизм. Ну вот суфизм как определенное направление ислама, это скорее такое мистическое направление. Ну, у них там как раз заимствовано из христианства много из... Да, еще какие вот, допустим, то, как люди справляют праздники.
Масленица. Да, вот Масленица. То есть это же вообще первоначально не христианский праздник, но вот этот элемент, который сохранился еще с времен Древней Руси. Вот. Навруз. Навруз тоже, который изначально как праздник солнца, то есть это день весеннего равноденствия в 22 марта в районе этого. То есть и при этом люди как бы продолжают сочетать и религию, и вот какие-то тоже традиционные верования. То есть это тоже вполне распространен по миру феномен. Вот. Интересный тоже вопрос про то, где у нас проживает большинство численных стран. Вот какие, вы думаете, основные страны по количеству мусульман? Индонезия. Индонезия на первом месте. Хотя для многих это не очевидно, потому что ислам ассоциируется в первую очередь с Ближним Востоком. А то, что в Индонезии у нас самое большое число мусульман, где-то больше 90% этой страны, по официальным данным, и где-то 250 миллионов человек, потому что Индонезия у нас 4-я страна по населению в целом мире. Вот. А потом какие страны идут? Бангладеш. Нет. Третье где? Пакистан. Да, второе место Пакистан. Как, кстати, расшифровывается слово Пакистан? Страна. А что значит П? Что значит А? Что значит К? Вот какой-нибудь алфавит. Ну, в алфавите все эти буквы есть, это правильно. Но... Вообще интересно, что слово Пакистан, оно сформировано как акроним. То есть первая буква этого слова — это название региона внутри этой страны. То есть первое — это Пенджаб, основной регион в Пакистане, где проживает большинство населения. А? Разве там не индусы? Где, в Пакистане? Нет, первый район. Пенджаб, он разделен между Индией и Пакистаном. Соответственно, есть и пенджабцы в целом крупный народ, как и бенгальцы, кстати. То есть пенджабцы исповедуют 3 религии. Те, которые исповедуют индуизм, преимущественно живут в штате Пенджаб на территории Индии. Там же живут и пенджабцы, которые исповедуют сикхизм. Вот. А те пенджабцы, которые исповедуют ислам, они проживают на территории Пакистана, и как раз это самый многочисленный народ Пакистана. Вот. То же самое с бенгальцами. То есть 160 миллионов бенгальцев живет в стране Бангладеш, а еще 100 миллионов бенгальцев живет в штате Западная Бенгалия в Индии. То есть Пакистан и Индия, они часто по этническим линиям схожи, то есть там проживает много народов. И самое основное различие — это вот религия, что, допустим, в Бангладеше живут мусульмане, а в Западной Бенгалии проживает преимущество индуисты. Вот. Белуджи, они разделены между Пакистаном и Ираном. Вот как раз Пакистан, буква А — это у нас Афгания, тоже регион на севере Пакистана, который разделен между странами Афганистан и Пакистан. К — это Кашмир, тоже регион, разделенный между Индией и Пакистаном. И это в честь реки Инд, которая основная река Пакистана. Вот, что интересно, что у нас называется Индия, при этом река Инд протекает из Китая в Пакистан, то есть не на территории самой Индии. Вот. С — это Синдх, еще один регион Пакистана, и Тан — это Белуджистан. Такой вот интересный фан-факт. Вот. Но продолжая про топ-5 стран по численности мусульман, кто идет после Пакистана? Нигерия. Индия. Индия, да. Тоже страна не самая, сказать, очевидная, потому что 84% Индии исповедуют индуизм, вот, но тоже значимая часть, где-то процентов 14 исповедуют ислам. Больше 200 миллионов человек, потому что Индия у нас самая населенная страна на планете. Вот. Интересно вообще география религий Индии, потому что там дальше идет еще много оригинальных религий, то есть там есть джайнизм, сикхизм, вот. А третья религия по численности — христианство в Индии. Вот. Так, а после Индии кто идет на 4-м месте? Нигерия. Нигерия на 5-м месте. Бангладеш тогда. Бангладеш, да, на 4-м месте. Тоже очень много людей. Где-то больше 160 миллионов. Вот. А дальше уже идут страны Ближнего Востока или рядом с ним, то есть Иран, Египет, Турция, Алжир, Судан. Вот. Интересно, что страны, которые традиционно ассоциируются с исламом, то есть Саудовская Аравия, она там не входит в топ-10, потому что население всего 35 миллионов. Вот. Так. Ну, в целом, такой краткий экскурс на 10 минут у нас получился в географии религий. В целом, тема очень интересная. В целом, развивать кругозор, узнавать, какие люди в других странах.